Какая может быть положена повестка дня? Какие темы могут быть положены в основу вот такого вот политического диалога в образовании? Сейчас именно, то есть вот мне важна сегодня образовательная практика, то есть вот в чем сегодня должна состоять образовательная практика в нынешних условиях там, Белоруссии и белорусов, граждан как бы не только внутри Беларуси, но и как бы за ее пределами, да, потому что вот что привнес нам 2020 год как бы, и 2021 год – это осознание как бы, белорусов как там, такой единой как бы, нации, как гражданской нации, как связанных граждан, вне зависимости от того, где они проживают сегодня. И, в общем-то, как бы ответственность за страну, которую принимают люди, как бы не только которые находятся внутри страны, как бы, но как бы и за ее пределами, поэтому нужно контекст смотреть и национальный, как бы, и международный. Сегодня и в этом контексте мыслить, в том числе как бы то, что мы делаем с белорусским образованием внутри. И вот как сегодня должна выстраиваться, собственно, как бы образовательная практика. В том смысле, что как бы белорусское государство владеет этой формальной системой как бы образования как монополист сегодня, и мы без разрешения политического кризиса не можем почти ничего как бы с этим сделать, а с другой стороны у нас есть вот как бы гражданское общество, которое осознало себя как бы ну вот актором со своими как бы интересами, как бы связанными и не такими, как в общем как у государства. Вот как оно сегодня должно подходить к выстраиванию образовательной практики в Беларуси и того, как оно должно менять образование уже сейчас, как бы и в будущем. Да. Мне пока установки там, скорее всего. Во-первых, как бы необходимо формировать собственную как бы, образовательную как бы, практику. Да? То есть мы должны сами уже сегодня как бы, решать вопросы как бы, содержания образования, организации образования, того, как оно должно быть в практической плоскости этого дела. То есть мы можем уже сегодня, например, как бы, заниматься дискуссиями в отношении там, содержания образования, формировать это содержание образования. Там, как бы, новые учебники, учиться сами. Новые учебники, как бы структура их появления, как бы вот организация того, как это должно быть, как бы в принципе. Как минимум тоже в действии это проявляется, эту повестку. Как бы образование, да. как бы, которое белорусское государство игнорирует, как бы эту тему. Типа не как читать Алексеевича, мы ее читаем. А мы как бы можем как бы создавать ее, как бы и вводить это в как бы курсы, да, как бы. Мы ее все равно читаем, да, и таким вот. По литературе, как бы, да, потом модельные как бы институты как бы образования, которые как бы сегодня там не хватает. У нас в образовании вот критически не хватает экспериментирования в образовании, но как бы это можно как бы сегодня делать, учитывая и как бы онлайн, как бы и возможность создания каких-то модельных институтов как бы образования для Беларуси как бы вне пределов Беларуси. Но если в Грузии существует там школа там, международного бакалавриата для восточного партнерства, всего как бы, ну, как бы мы можем тоже как бы делать подобные же как бы пилотные инициативы как бы там, где у нас есть ресурсы и возможности, да. Как бы, если условно там Стембридж открывается как бы в Вильнюсе или другие школы как бы открывают свои филиалы как бы за рубежом, вот они как бы могут являться практическим пространством этого как бы экспериментирования, создания нового содержания образования, нового менеджмента там, школ, как бы новой образовательной среды как бы организации, как бы того, где мы делаем это не просто для того, чтобы поупражняться, но рефлексивно снимаем это как бы практику, которая потом может быть масштабирована как бы в Беларуси, если у нас появятся более благоприятные условия этого дела. Вот сегодня примерно этим надо как бы заниматься. Выстраивать альтернативные институты образования в Беларуси, альтернативную образовательную практику в Беларуси сегодня. Ну, понимая все сложности и ограничения, которые при этом как бы существуют. И как бы нам нужно вот формировать недостающие компоненты образования. Мы проводили в наших исследованиях в рамках проекта «Образование для перемен» такие фокус-группы, разговаривая там с разными там стейкхолдерами,
учителями, педагогами университетов, родителями, работодателями и так далее. Вот многие они указывают просто на нехватку некоторых элементов там, в системе образования. Вот практически все как бы соглашаются с тем, что в Беларуси очень слабо с аналитикой и исследованиями в области образования, с педагогическими исследованиями, с андрогогикой как бы, плохо как бы, вообще. Ну, как бы участников ну, просто нету андрогогики в Беларуси как бы образования как бы взрослых. Но вот это можно делать, как бы создавать, потому что так или иначе в будущем для как бы образования это нужно, как бы никуда не деться, как бы, и как бы это нужно выстраивать как это системно, как бы, чтобы оно существовало. Ну вот сегодня вот можно акцентировать внимание на вот этих недостающих элементах, на модельных институтах будущего, на практических элементах инфраструктуры как бы образования в Беларуси, которое недостает. Ну, самое такое на поверхности – это онлайн образование как бы сегодня. И этим можно заниматься, в общем-то, уже сегодня. И еще, кроме того, понимая, как бы, что для этого очень много сделано уже существует в Беларуси. То есть, если мы берем школьное образование, например, содержание как бы нового образования, то есть инициативы вроде там Товариства Белорусской школы, которые там, или там Наставник инфо, которые годами работают с содержанием этого образования. Если мы говорим про переподготовку кадров и элементы переподготовки кадров, которые как бы мы делаем, мы можем вспомнить как бы там наработки как бы и ваши, Светлана, которые были в этом сделаны, и, например, такие инициативы, как «Учитель для Беларуси», которая довольно активно вот работала несколько лет в Беларуси с хорошими результатами. То есть, в принципе, много чего есть. То есть нельзя сказать, что совсем в Беларуси там катастрофа, и нам все с нуля надо создавать. Скорее, я бы сказал, наоборот. Скорее, как бы нужно агрегировать вот те ресурсы, которые были, те практики, которые наработаны сегодня, для того, чтобы их институционализировать в каком-то виде сегодня. Даже сегодня в виде модельных институтов, как бы, а потом как бы, иметь возможность масштабировать в будущем в полноценные страновые как бы, институты. Да, вот, ну, как вот такая байка, опять же, про то, как это в свое время работало, это литовская диаспора. В этом же и проблема же. В Штатах. Вот, как бы они в советское время, они там думали университет в Литве, который должен был. Они создали сообщество, они создали программу этого университета, они представили, как это как бы может быть, и когда как бы, появилась возможность, они перевезли туда Каунасовский университет. То есть университет в Каунасе, как бы это университет, который как бы создали литовцы, которые делом занимались, как бы, не имея возможности практически как бы что-то создавать в самой Литве. И это тогда, как бы в там, 70-е, 80-е годы и, как бы, и при закрытости Советского Союза. Там, сегодня мы гораздо больше можем делать как бы, в стране, как бы в этой ситуации вот, более как бы, открытого мира и вот той системы отношений, которая сложилась в Беларуси, которая все-таки более открытая и больше возможностей оставляет и пространство для деятельности, чем это было в Советском Союзе. Но ведь это вот многообразие как раз-таки этих практик, которые возникают от отдельных инициатив и так далее, они как раз-таки, наверное, являются определенным препятствием для объединения в единый некий субъект гражданского общества. Мы можем до бесконечности обсуждать эти практики, там разные образцы, все прочее, но на повестку дня ведь, вот наверное, другие вопросы тоже должны вставать. Вот ничего не объединит, если как бы не будет как бы практики, общей практики. А в чем общая практика? Людей, в создании вот альтернативных институтов образования в Беларуси. То есть, если мы берем решать там, практическую как бы, проблему в там, Беларуси, например, инфраструктура онлайн-образования как бы, для как бы, страны. И там для создания этой инфраструктуры очень много чего надо.
как бы здесь. Вот если мы это разворачиваем как такую практику, то она возможна только как коллективная практика многих инициатив, которые сегодня в Беларуси живут. Вот если мы задаем вот этот горизонт, как бы эту амбицию, там находится место для всех этих инициатив. Я не думаю, что это будет проходить без сложностей при различии как бы интересов, но я не думаю, что это принципиально невозможно. Я все-таки думаю, что белорусы как-то вот за 2020 год во многом преодолели старые противоречия между собой. И они все-таки способны к большему сегодня, чем это было раньше. Возможно, это наивно. Это оптимизм, это определенный оптимизм в ваших словах присутствует. Я думаю, что это так по-прежнему. Марина, в чем вы считаете состоит сейчас актуальность повестки белорусского образования? Какова должна быть эта повестка дня? Ну, во-первых, я согласна с Андреем, безусловно, потому что, конечно, повестка должна определяться теми, кто в образовании прежде всего. Да? И вот эти вот практики, они формулируют нам проблемы, задачи, интересы, они показывают лакуны в существующей системе образования. Конечно, это надо анализировать и превращать опять, то есть вот идет опять процесс, то есть все эти практики, все эти вызовы, которые бросают практики нынешней системе образования, их нужно анализировать, опять это бесформенное нечто, да, структурировать, выводить проблемы на институциональный уровень, чтобы это была действительно проблема политики образовательной, а не то, как организовать отдельную инициативу. Это один момент. Да. Другой момент очень важный. И опять, вот у нас пока есть время мыслить стратегически, я думаю, что основой для вот этих всех консолидаций возможных могут быть дискуссии о целях образования вообще. То есть зачем нам вообще эта система образования, что она должна делать. Например, до недавнего времени речь шла о том, что образование готовит людей ко взрослой жизни. Да? Сейчас у нас уже другая, в принципе, глобальная позиция. Образование готовит людей к жизни на всех этапах жизни. Да? Отсюда обучение в течение всей жизни. Кроме того, в образовании всегда возникают, вот сейчас, по крайней мере, я все время делаю отсылки к этому глобальному опыту, вот опыту реформ, потому что в этот период сформировались три, в общем-то, темы, которые так или иначе во всех реформах и политиках образовательных обсуждаются. Это, во-первых, свобода индивида, во-вторых, гражданство и, в-третьих, профессия труд. И в итоге в политике, в сфере образования они трансформируются, опять же, в те же самые три цели. Это социальная справедливость, с одной стороны, с другой стороны, экономическая выгода и рынок труда, все, о чем мы говорим, и, наконец, третье, возможность выбора, автономии и так далее. И вот в образовательной политике практически всех стран есть эти три темы. Другой вопрос – это приоритизация, да, потому что в любой стратегии мы не можем делать сразу все, у нас не хватит на это ресурсов, то есть мы должны понять, что для нас важно, какая тема позволит решить большинство проблем, которые вот у нас возникают вместе с этими практиками. И когда вот эти вот два движения, наверное, объединятся, тогда мы получим вот эту вот синергию и реальную повестку дня. Но, опять же, если обращаться к политике как к процессу, то, наверное, нам нужно понимать, как будет устроено управление образованием. Потому что только тогда, когда мы будем, что такое управление образованием, понимаемое широко, как координация вот всех вот этих процессов, о которых мы сейчас говорим, кто их будет координировать, как они будут координироваться, где будут законодательные органы, где будут исполнительные органы, где будут сообщества, где будут все эти наши группы интересов, и как в итоге вот это многообразие проблем будет выводиться на институциональный уровень, кто будет решать, вот об этом тоже нужно думать. Ну, то есть понятно, что у нас проблем очень много на сегодняшний день.
сразу мы их не сможем моментально решить в одночасье, как это, хотелось бы и иногда ожидается этого, да, давайте дадим отмашку и вот там рецепт какой-то придумаем, и сейчас быстро все у нас как бы получится. То есть понятно, так ли я понимаю, что проблемы образования будут решаться достаточно долго, но мы должны просто обеспечить какую-то минимальную готовность к ее решениям, и эта готовность уже как бы присутствует в обществе. Да, как бы сразу мы проблемы как бы все не решим в образовании, потому что само по себе очень много проблем, даже не связанных непосредственно там с белорусской системой образования, а с глобальной там проблематикой образования. То есть, когда мы говорим про содержание образования как проблему, не нужно думать, что содержание образования – это проблема только для белорусского образования. Она ровно такая же, да. как бы для американского или британского как бы образования. Или проблема качества педагогических кадров и управления в школах. То есть, как бы это такая же проблема там для всех стран, которые сегодня думают про будущее как бы, и развитие, и они поднимают как бы эти вопросы так же, как, в общем, и мы. И они поэтому, конечно, эти проблемы не решаются по щелчку пальцев, уж точно они не решатся, если вдруг в Беларуси поменяется общественно-политический строй, как бы авторитаризм сменится на демократию, как бы вот в образовании счастье не наступит однозначно, как бы просто от такой смены как бы этой парадигмы, и проблемы никуда как бы не испарятся. И они будут требовать вот того, что как бы Марина называет образовательной политикой как процессом. То есть это как бы, может быть длинный как бы этап изменений. Но если группировать эти проблемы сегодня, то, как бы, наверное, есть такие проблемы, которые являются первоочередными и относительно простыми в решении. Да? И они будут требовать первоочередного решения, и они связаны с дебюрократизацией и связаны проблемой деидеологизации образования. То есть у нас слишком много государства, как бы слишком много зарегулированности образования, которое вот от самого низкого уровня, на что жалуются все учителя, там, типа заполнение бумаг, как бы до того, что как бы просто педагоги там не могут свободно использовать учебники и другое содержание образования, которые быстро меняются, и они могли бы это внести в образовательный как бы процесс, но как бы они не могут это сделать по тем стандартам и правилам управления, которые навязываются государством сегодня. Поэтому вот дебюрократизация и деидеологизация в образовании – это то, что можно сделать достаточно как бы просто. И следующее – это придание большей свободы деятельности учреждениям образования. То есть это как бы расширение просто автономии учреждений образования и возможности формирования учреждений образования как бы нового типа как бы в свободном пространстве. Вот просто в Беларуси, например, критически мало как бы частных школ, можно сказать, их нету почти. А это пространство, как бы, где как бы возможно как бы там расширение, как бы, и как бы люди могут строить, как бы вот экспериментальные как бы эти школы, как бы почему бы нет, как бы это бы давало просто возможность, вот достаточно быстрого интенсификации процессов в образовании, где бы вот свободный творческий как бы поиск разных как бы типов, он бы позволил нам потом иметь более разнообразное пространство образования с лучшими моделями, худшими моделями, хорошими практиками, не очень хорошими практиками, средними стандартными практиками и так далее, из которых мы могли бы более осмысленно, в общем, выбирать, как нам строить там, среднюю школу или высшую школу в Беларуси. Следующая как бы, группа проблем, она как бы является более как бы, сложной, но без их решения как бы, будет очень трудно двигаться к как бы, более системным преобразованиям в белорусском образовании. Это такие очень больные боли
белорусской системы образования, например, социальный статус педагогов, там, да, их социально-экономическое положение, престижность профессии, качество как бы образовательных кадров, потому что про это все группы говорят. Вот там, в наших исследованиях это волнует всех студентов, родителей, преподавателей, и ну, вот без разрешения этого вопроса, ну, вот вряд ли мы можем рассчитывать на какой-то стабильный прогресс в системе образования. А это сложный как бы вопрос, потому что как бы это деньги, как бы это бюджет как бы в этом месте, это новая система рейтингов учебных заведений отдельных педагогов, которые как бы нужно как бы выстроить, чтобы она выстраивала правильные стимулы, не такие, какие как бы сегодня, как бы, но связанные скорее с как бы академическими успехами учеников конкретных там, учреждений образования, как бы, а не их там идеологической как бы лояльностью или там количеством олимпиадников, которые они выпускают. То есть это все как бы не просто, но требует решения. В этой же группе проблем находятся как бы проблемы правовой среды, прав отдельных групп ну, вот, участников конкретных учреждений образования. То есть ну, у нас как-то все бесправные, там, учителя бесправные, как бы и жалуются на администрацию и родителей, и учеников, которые их третируют. Как бы ученики бесправные, и родители жалуются, что невозможно, как бы администрация бесправная, как бы, потому что она тоже, как бы, вот все бесправные в этой как бы, системе образования, и тоже как бы никуда дальше не пойдешь, пока как бы им эти права не вернешь. Ну, даже если вернуть, то это еще не факт, что ими могут воспользоваться. Тоже как бы вопрос, но тем не менее должна быть какая-то система регулирования вот этих конфликтных как бы отношений и хотя бы продвижения к этому делу. Иначе это вновь будет погрязать в традиционных формах. Кстати, вот тоже как одна из практик как медиативная. Одна из практик, как бы, которая могла бы внедряться как, в школу, но это просто тормозит переход к вопросам, которые уже связаны с развитием образования как таковым. Вот, и вот там уже только появляется возможность как бы решения вопросов содержания образования как такового. Вот Не как теоретической проблемы, а как практической решаемой конкретными субъектами. Как бы, учим, как бы, что происходит с комплексом этих знаний, умений, навыков, там, как выстраивается функциональная грамотность, вот, и так далее. Вот только там как бы, мы подходим к этим вопросам. И они, ну, как бы будут требовать, ну, такого там длительного, в общем-то, разрешения. Поэтому, ну, первичные вопросы, они как бы решаются вот на первом этапе достаточно просто, и нам просто нужно сделать образование белорусское более свободным. И на первом этапе как бы нам это очень сильно поможет. То есть, мне кажется, это подстегнет развитие белорусского образования очень сильно. Я просто хотела бы сказать, что к свободе очень важно думать о прозрачности, да, потому что вот эта вот практика показывает, что дебюрократизация учителями воспринимается таким образом, что они могут делать все, что хотят, да, то есть и не особо отчитываться ни перед кем. И если не объединить это с проблемой прозрачности и ответственности, то есть, да, я могу делать то, что я считаю правильным, но я обязательно должна рассказывать и объяснять родителям, что и почему я делаю, почему я это считаю правильным. Я обязана отвечать на вопросы тех, кто участвует в процессе, тех, кто заинтересован в процессе. И вопрос отчетности при любой дебюрократизации тоже никуда не уходит. И вот эти вот моменты нужно все-таки всегда вместе говорить. Вот, если мы говорим о дебюрократизации, то альтернатива дебюрократизации – это прозрачность и отчетность. Да? Причем не только вертикальная, но и горизонтальная. Вот, мне кажется, это обязательно надо учитывать. То стало понятно из нашей дискуссии, да, что образовательная политика в стране только формируется, но уже обозначается до поля и пространства. Начало положено.
вырисовываются субъекты, которые могут становиться субъектами образовательной политики в Беларуси. Это в том числе и гражданское общество, и представительство от родителей, педагогов, и студентов, и всех, кто так или иначе заинтересован в решении проблем образования в Беларуси. Да. Стало понятно, о чем нам можно начинать в первую очередь, какие задачи в первую очередь мы можем решать, что может нас объединять. Это может объединять и образовательная практика, это могут объединять и проблемы и обсуждения вопросов содержания образования, ответов на вопрос, чему учить белорусских детей, белорусских студентов, да? Какое новое поколение белорусов мы можем, должны будем воспитать в новой современной Беларуси.